Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Развитие инфраструктуры. В рамках аналогичного проекта более 230 семей получили новое комфортное жилье. Инспекция в Исаитовском районе. Как продвигается строительство таунхаусов в нашем выпуске. Реализация поручений. На сегодняшний день у нас проводится, холодная вода, за что мы очень благодарны главе республики. По итогам прямой линии Рамзана Кадырова в Дарбандхи начато строительство системы водоснабжения. Праздник для особенных детей. Мне все так здесь понравилось, было все красиво, круто. Я очень довольна была. Проект Women in Islam организовал благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Комиссия во главе с Магомедом Даудовым проинспектировала ход строительства новых таунхаусов в Исаитовском районе. Напомним, это жилой комплекс, возводимый при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, предназначен для нуждающихся семей. Объект обеспечит комфортным жильем десятки семей и уже вышел на финишную прямую. Рабиат Гайтиева наблюдала за тем, как продвигаются работы и когда новоселы получат свои заветные ключи. Всего 200 таунхаусов. Скоро они станут многофункциональным пространством для отдыха и досуга горожан. Дома будут доступны малоимущим жителям Чеченской Республики. Некоторые из них смогут сменить ветхую квартиру на новую. То, как ведутся завершающие работы на комплексе, проинспектировал председатель правительства региона Магомед Даудов, первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Иса Тумхаджиев и вице-премьер Абузейд Висмурадов. Чиновники дали высокую оценку увиденному, отметив впечатляющую скорость строительных работ и отличные жилищные условия для будущих новоселов. Все строительные и внутренние отделочные работы завершены. В каждом здании 7 коттеджей в 2 этажа, которые включают в себя ванную, зал, кухню и 3 спальные комнаты для большой семьи. Все комнаты уже обстановлены мебелью. Последний уже завершающий этап ценнейший уборок шаша, инсок кан айчдал мола уже хаял кечем беш бокой. Кичук уже асфальт даеркен уже подоушля, что уже завершающий этап асфальт да халгленега обновлять яша, уже дал мола кичту алмега докло уже. Кроме того, объект в Исаитовском районе находится на постоянном контроле мэрии столицы. Финансовая помощь объемом около 2 миллиардов рублей обеспечивается благодаря общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Каждая квартира имеет площадь 125 квадратных метров. 231 таунхаус, 231 семьян, еще парк между хожари шадик помахар таунхаус, ودخل بچه آمده جلاز و بودند انتظار فند و یشو یه چوبخ چند بوش مسو اصلاوی و شاه میدل بچه و قابل باخر بوشکه و قامل دیشترم شین دیشتر خوشه و بعدین دادرت تو کدا ایلر دیشش تو تحمل سموی شوم دیز و بالتن غلیشو خز غلیشو وردینا خبوش هایشی بطوریش بود نچی فیلمستری میتونم نکرزویت مسو سویر حالت و یش خان چوبخ و بچه و مداور و من هجی رأس الدروق ملدیشته کابل و یش خان چهارشی حسن بلدوق کمدو بچه شمالی بوده چهارم سومنو $2 حسن یوش چندی کوردویز ملدوق کمدو چوب حسن بلد و دیش رأیم چوب حسن دیسیلش بکنه خوب بها چندینا خدا خرداتر دیشتن قایقات دیش حسن یالش هیچ حسن میخوان چوبان کدا حتی و مبیز دویزل قیوشه همرش مخکا های باغ بیشان های وقت چند مسو اصول یکون یو خمج دیگ دو حجریو دی آسیاشی فرق میو جاول وقتی داک شکولا سادی که کل غیلی سوخ شیء گوسوی و کایوش دل مولا فرزندو اینو شوی مخکا وردینا بوکسن فروشتو که داخل دو الوی دو بیشتر سودا و بچه نیتون وشتو نگن مسوها و نوشتن حجر سندیک بخلت الدینا بیشتر اسیاه و کار ولیزا و دو حال بچه یمان بیش بود
судья, когда вы мэрину абрыч, В дальнейшем на территории комплекса планируется возведение мечети на 1000 прихожан и медресе на 100 учащихся. А еще рядом будут возведены парки для прогулок и досуга семей. Общестроительный был стабилизен, чур помещение шатания, что еще до арбуз, вот араб, дешло бока, уже основной гдин белла, шик хузапар, юдия лаха хуза порядка 16 тысяч квадратных метров. Дорожное полотно где-то 2 километра, 300 метров. Нет муза, общая квадратура порядка 18 тысяч квадратных метров. Что тротуар, что мягкий гаячий, избиться плюс 10 тысяч квадратных метров. Особо мэр города подчеркнул, что реализация подобных социально значимых проектов стала возможной благодаря неустанной поддержке главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова. В ближайшее время все объекты будут готовы к сдаче. Новоселы смогут разместиться в своих жилищах и встретить праздник Идаль-Фитр уже в своих домах. Реализация данного проекта является логичным продолжением успешной практики по улучшению жилищных условий в регионе. Ранее за счет средств регионального общественного фонда имени героя России Ахмада Хаджи Кадырова в рамках аналогичного проекта более 230 семей получили новое комфортное жилье. Цель обоих проектов – создание комфортной среды проживания и поддержка социально значимых категорий граждан. Рабиат Гайтиева, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Кавказский инвестиционный форум – одно из ключевых деловых событий года, приближается. В правительстве Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова состоялось совещание, посвященное подготовке к этому масштабному мероприятию. На повестке координация работы всех ведомств, презентация инвестиционных проектов и готовность республики к работе на одной из главных деловых площадок Северного Кавказа. Подробности у Линды Жамалдиновой. До старта Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах остаются считанные недели. В этих стенах обсуждают финальный этап большой подготовительной работы. Цели предельно амбициозны. Республика должна в графике КИФ-2026 задать высокую планку. По поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, делегация Чеченской Республики примет участие в форуме и в 2026 году. Форум состоится с 17 по 19 мая в городе Минеральные воды. Также в форуме планируется участие руководителей органов государственной власти, представителей российских и международных компаний. Сегодня обсудим вопросы подготовки участия делегации Чеченской Республики в Кавказском инвестиционном форуме. Наследие КИФ-2025 впечатляющее. В прошлом году делегация региона заключила 17 соглашений на сумму более 18 миллиардов рублей. Сегодня планка выше. КИФ-2026 обещает стать еще более насыщенным. Чеченская Республика намерена закрепить за собой роль ключевого драйвера по развитию в стране. В связи с решением председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Хожахмедовича о согласовании вопроса о возможности размещения Национального центра «Россия» в Чеченской Республики на базе строящегося Конгресс-холла в Грозном в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации также планируется представить на стенде информацию и по этому объекту. Что касается второго вопроса, связанного с подготовкой деловой программы Чеченской Республики на КИФ-26, включая вопрос проведения инвест-шоу, то соответствующая работа по данному вопросу также проводится при взаимодействии с Минэкономразвития России. Деловые сессии регионов впервые пройдут в рамках КИФ. Это специальный формат презентации инвестиционного потенциала субъектов региональных перспективных проектов российским и зарубежным инвесторам. В основе регионального стенда площадью 80 квадратных метров концепция динамичного роста. Центральным элементом станет масштабный макет завода «Чечен-Цемент». Модель детально отображает новую технологичную линию и ключевой инфраструктурный проект строительства железной дороги от Аргуна до Чири-Юрта. Эту инициативу стоимостью 11 миллиардов рублей планируется презентовать лично председателю правительства России. На самом деле это неописуемые, грандиозные, беспрецедентные вещи, которые сегодня происходят в Чеченской Республике благодаря герою России, нашему уважаемому главе Рамзану Ахматовичу Кадырову. Несколько десятков соглашений мы планируем подписать, более 15 миллиардов рублей ориентировочно пока. Помимо тяжелой индустрии, республика везет в Минводы бренды, ставшие знаком качества. От уникальной кондитерской продукции «Марзо» до высокотехнологичных медицинских изделий компании РК Групп и деликатесов
деликатесов и Тумкалинского рыбхоза. Каждое министерство делает, министерство, сейчас они регион, фирме, вот это обязательно делаем, благобишь, то же самое на уровне правительства, халхи делаем, наши хаусаусы сюда блоби. Выставочный стенд республики, اسمعنا رجوع خزخل يشو طالع يوشنا خزير من وداع يوسم خزجريز خزخل يشو استيان دالة تبور طليني من كультуры من спорта من молодежи Кавказе любой молодежи моссу направления халгарси латарси молодежи моссу авардиона За каждым макетом и соглашением реальный вклад в экономический суверенитет и имидж региона как территории успеха. Статус республики обязывает к безупречной презентации. Форум дает шанс закрепить позиции региона как одного из самых перспективных для бизнеса. Выбраны приоритеты, задачи поставлены. Республика готова к диалогу на самом высоком уровне. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская республика. Масштабное решение большой проблемы. В селе Дар-Банхи Гудермесского района началось строительство новой системы водоснабжения. Вопрос был решен после обращения к главе региона во время прямой линии. Жители страдали от отсутствия качественной питьевой воды и были вынуждены употреблять серную. Строители уже приступили к прокладке сетей, и уже порядка 3000 жителей села вскоре получат доступ к чистому источнику жизни. Как идет работа? Лейла Муртазова. Жители села Дар-Банхи долгие годы были вынуждены пользоваться горячими источниками. Вопрос обеспечения населенного пункта качественным питьем озвучили во время прямой линии главы региона. Рамзан Кадыров поручил незамедлительно решить данный вопрос. Сегодня проблема устраняется, прокладывают новую систему водоснабжения. Гелани Сатаев – один из старожилов поселения. Мужчина отмечает, что ситуация с водой здесь оставалась непростой. Вот сегодняшний день для нас очень радостный в связи с тем, что в долгие годы постсоветского периода в селении не было холодной воды. Мы пользовались горячими источниками, которые находятся на территории нашего села. Эти источники, они кремнистые соли там преобладают, они больше показаны при больнологических таких лечебных свойствами обладают. Жители села на сегодняшний день у нас проводится, значит, холодная вода. За что мы очень благодарны главе республики за ту помощь и за то внимание, которое он оказывает данному селу. Работа ведется в рамках федерального проекта «Улучшение качества жизни». Общая протяженность водопроводной сети составляет 27 километров. На месте пробурены скважины и устанавливаются насосные накопительные станции. Строительство водопровода идет активно. Уже проложено 11 километров сети. Скоро вода из скважин будет поступать во все дома, обеспечивая жителей чистой и безопасной водой. По программе предусмотрено строительство 171 колодца. Источник воды – 2 артезианские скважины, пробуренные в нижней части поймы реки Терек. Отсюда она будет поддаваться насосами в верхнюю часть населенного пункта, где строятся 2 накопительных резервуара. Никогда в жизни здесь воды не было. Это первая централизованная система водоснабжения. Общий проект протяженности межпоселковой водопроводной сети составляет 27 километров, более 170 колодцев, в которых будет установлено 118 генераторов противопожарных, а также пробурены 2 артскважины, они в пойме реки Терек. Там будет установлена насосная станция. Насосная станция будет подавать в верхнюю часть населенного пункта накопительную систему воду. Там обеззараживаться и самотечным поступлением будет подаваться уже в населенный пункт. Вместе с тем будет установка и обеззараживающей системы. Сейчас готовность объекта составляет около 45%. Для жителей это долгожданное событие. Прокладку водопровода люди называют большим шагом для всего села. Очень большая благодарность от наших жителей, нашему главе республики. Благодаря его неусыпным трудам у нас и вообще по другие коммунальные вещи тоже своевременно исполняются. А сейчас еще и вода будет. Нам для полного счастья ничего не надо. Прокладку водопроводной сети на всех улицах Дар-Банхи планируют завершить до конца этого года. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика.
Священный месяц Рамадан – время особого милосердия и заботы о ближнем. Следуя этой традиции, региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. Она охватила все районы региона. Денежные средства получили малоимущие и остронуждающиеся граждане. Помощь доставлялась адресно, прямо к дверям получателя, чтобы поддержка дошла до каждого. Рамзан Абуев продолжит. Слова искренней благодарности звучат в адрес главы и президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация провела очередную акцию помощи нуждающимся. Общая сумма финансовой поддержки составила около 100 миллионов рублей. رمزان تيران دال ساعدوي جنان تيران دال ساعدوي دال ساعدوي مصو مكش مارش ليلوش قابل دين ساخل. Благословенный месяц Рамадан – время, когда садака обретает особую значимость, а помощь нуждающимся считается одним из наиболее богоугодных деяний. دين دوش الميلوخ ديكي داقن ساغة ديل حيغور لا مش زكاة شادلهم دال يولي عميلي صودق شانيورا ومقداس رمضان حجيس مقناس أيماني حجيس ديل ريس خلصن دقي ساني شلوه ومقا آرحرق. Поддержка оказана жителям всех районов, от равнинных до высокогорных, и ни одна малоимущая семья Чхой-Мартановского муниципалитета не осталась без внимания. Рамзан Ахматович, تون دو دش مصوم تيح تون ساق تشوه الله دارسه تون ليش دينخ أيه دقمن ليش تير هاي وسم تير أي ماني تير هاي ديوزو تير دارسه حدين تير قوبو ساق دولها ويتهن مخكلر بيش ناملر بيش يجري بيجريلر بيش تهن مصوم تيح اون خیلی داخل تنبغلی شل ویک انتی اوکراینیا بولسپول موکش برش تبیرتوش تومسات بیش درشی بان هاتین در تانتیر مسومنتیر در قبول سعدویل هرمزد در سعدویل دائما أعمل تلفون دير تونير دل قناة رو كل دل رئيس خلطان مسكتنا حوصنا ترجويرنا الله دل دكان في قبويلتان دل قبول سعدويل هربزندين دم زاني سنين أيماني ويشتر شادوخ كوكسون سعر دائتان А эти кадры из Гудеремесского района волонтеры доставляют помощь адресно лично получателям. رمضان حجي أعمد حجين تير شو دقوق دو مرخي دا لسنا ديريز خيل وسخم ولديل الله دا شاو بيش ماري بطا إذ رمضاني أيماني سالميل دو ساعن أبو ساعة دو جيبر ساعة دويني شيغوش يكيد تيو ديوز الغوتغوش هرداش ساعة دهم عداتر هون دقوق كل ديريز خيل دا саعة دوين. Я хочу от души поблагодарить Рамзана Аймани и отзгулкан дерес хилшон дал саду шон дал атубойл аш док гулк до гилч нахан годеш دقنا وصل دسونر راسيخ سيخ دوحش دوار سون В высокогорном Нажаюртовском муниципалитете люди выражают признательность главе и президенту фонда Аймане Кадыровой. شاش أربعين أحمد حاجين دقيق دال نيت أورولو يلتان تا إم غديش تو مسيت تجا يكشو دينا هروسم ساريتنا يو تيريس خلتان وزنديل دا ساق دويل وزنديل حوي ميحكنيني دوق ساق دوقر دا ساق دويل رمزانا أيماني هو يشخين حا هو يشخين تير ساق دا أيتن دل هر سياسي دا أيتشتو سون خول ششتو هو دوق هو لقول هون أرجع سو دين مسكوا هو غوسبيتاش خوينا تري وليش صنع دقق وشتو دا ساعد لازم دا ساعد محكين رمزانيات
Фонд регулярно проводит подобные акции. Это обеспечивает системную помощь всем категориям граждан, остро нуждающихся в поддержке. Благотворительная акция приобретает особую значимость благодаря тому, что проводится в канун Идаль-Фитра. Благодаря поддержке нуждающиеся семьи смогут накрыть стол, достойно встретить один из самых важных праздников в исламском календаре. Рамзан Абуев, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Добрые дела в священный месяц Рамадан продолжаются. Проект Women in Islam устроил настоящий праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья походом в Грозненский дельфинарий. Ребята получили подарки и внимание, а главное, почувствовали себя частью большого общего праздника добра и милосердия. Репортаж Турпала Лита Исумова. Уже с порога ребята попали на территорию беззаботного детства. Здесь они не пациенты, а наконец-то просто дети. Вместо врачей в белых халатах сказочные персонажи. А главное лекарство вечера – положительные эмоции. Похлопали громко-громко. После шоу аниматоров и мини-конкурсов началось время активностей. Каждый из ребят нашел себе занятие по душе. Пока одни штурмовали игровые лабиринты и скалодромы, другие осваивали батутные арены. Очень красиво. Спасибо. Очень весело здесь. Нам понравилось это сухой бассейн. Батут мне понравился. Дельфины мы сейчас пойдем смотреть. И еще ужин будет вкусный. Я здесь не бывала. Мне очень нравится здесь. Спасибо всем. Я здесь первый раз. Мне здесь очень нравилось. Спасибо за праздник. Посмотрите, какой красивый рисунок мне сделали. Мне все так здесь понравилось. Было все красиво, круто. Я очень довольна была. Благотворительную акцию для детей с особенностями развития здоровья организовал проект Women in Islam. Участниками мероприятия стал 81 воспитанник Республиканского детского реабилитационного центра и Центра лечения и реабилитации детей. На празднике ребят сопровождали родители и сотрудники медучреждений. Ифтар гости встретили за праздничными столами. Меню подобрали с учетом детских предпочтений. Пицца, соки, любимый фастфуд и традиционные хенглш. По сложившейся доброй традиции наши дети с детских реабилитационных центров каждый год на Рамадан собираются в Грозненском дельфинарии. Для нас это большая поддержка, как для врачей, в положительной динамике наших пациентов, маленьких особенных детей, потому что для них это бывают колоссальные эмоции, радость, позитив, веселье. Детей не оторвать от игровых комнат, и шоу дельфинов для них это большое такое событие в их жизни. Собрались маленькие детки с разных районов, приехали издалека. Большое спасибо организаторам за это мероприятие. Кульминацией вечера стало шоу дельфинов, которое сменилось представлением мыльных пузырей, вызвав новую бурю эмоций у детей. А чтобы праздник наверняка остался в их памяти, при прощании каждый из ребят получил подарок. Чтобы помочь нуждающимся, в субъекте повсеместно организуются различные акции. Для радости детей нужно совсем немного, но каждое подобное мероприятие делает их по-настоящему счастливыми. Турпал Лита Исумов, Магомед Басаев и Сайцели Мампукаев. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает масштабную благотворительную миссию в секторе Газа. В священный месяц Рамадан жители палаточных лагерей в северной части региона регулярно получают горячее питание. Работа ведется по договоренностям, которые координирует секретарь Совета безопасности Чеченской Республики. Жители Газа выражают искреннюю признательность руководству субъекта и лично Адаму Кадырову за регулярную помощь в это тяжелое время. Такая помощь позволяет обеспечить тысячи постящихся и нуждающихся полноценными рационами еды. لعلك يا هلال الصوم تعذرنا إذا كنا صياما قبل أن تأتي
إذا ما عادت الزين. Хвала Аллаху, который дарует нам это благо. Мы, по милости Аллаха, заняты подготовкой этих щедрых порций еды, чтобы раздать их жителям палаточных лагерей. Это благое дело стало возможным благодаря щедрой поддержке героического чеченского народа. Эта акция наполнит сердца постящихся и нуждающихся в северной части Газы теплом и радостью. أين الشمل كي نلتم وأين الجار أين الدار كي نهتم. Вот это ваше пожертвование, о щедрый и благородный чеченский народ, его правительство и Адем Кадыров Дустум. Огромное вам спасибо за эту помощь, за эти дары. Да вознаградит вас Всевышний самым лучшим образом. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. В республике подвели итоги масштабного конкурса «Лучший чтец Корана». В этом году за звание сильнейшего боролись 72 участника, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и знания священных текстов. Проведение конкурса стало возможным благодаря региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Организация традиционно уделяет пристальное внимание религиозному просвещению и поощрению талантливой молодежи. Общий призовой фонд составил 790 тысяч рублей. Без внимания не оставили ни одного конкурсанта, а также наставников. И конкурса шиндегер бош бершна зуд бершна юка. Бош бери конкурса Qur'an çöre ittolojuza amma juza düzcina iştire zud berinige ta suratu duha teqatchalsa ittolojuza nis akhjuza işte dag hadi dis yeşe işter i konkurs hal harimetke qanchuna şovzla itba'tim işte boş berşna zud berşna şindege şolametke qanchuna itba'tim qolometke qanchuna tabi'atima dolsha işte quz deq şochuna khib'atima taqat haygar hochuna itba'tima лучше и что доктора лези Амадажизар фонду. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.